В посольстве Туркменистана в Российской Федерации состоялся информационный брифинг, посвященный ключевым событиям в жизни страны, 34-й годовщине независимости, 30-летию постоянного нейтралитета и итогам недавнего заседания Халк-Маслахаты. Собрание объединило журналистов, представителей туркменской диаспоры, а также студентов, обучающихся в российских вузах, предоставив им широкую панораму достижений Туркменистана на пути суверенного развития. В ходе брифинга особое внимание было уделено стратегическим инициативам, озвученным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Спикеры подчеркнули историческую значимость принятия в сентябре Конституционного закона о правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана. Этот документ был назван стратегическим шагом в дальнейшем укреплении миротворческой линии государства и его активной роли на международной арене. В выступлениях была отмечена символичность текущего года, когда совпали сразу несколько юбилейных дат – 30-летие нейтралитета Туркменистана и 80-летие Организации Объединенных Наций. В связи с этим центральным событием международной повестки станет Международный форум высокого уровня, запланированный к проведению в Ашхабаде в декабре. В завершении встречи для гостей была организована фотовыставка и показ видеоролика, наглядно демонстрирующего масштабные достижения Туркменистана за годы независимости. С принятием закона, конституционного закона о политике мира и доверия нейтрального Туркменистана, эти понятия, по сути дела, юридически закреплены в национальном законодательстве. Это значит, что Туркменистан следовал и уже полноценно на конституционной основе будет следовать принципам мира и доверия на международной арене. Естественно, это будет транслироваться на все внешние связи Туркменистана в политике, в экономике, в гуманитарной сфере, в транспортной, в энергетической и так далее. Суть политики мира и доверия является в том, чтобы уйти от конфронтационного подхода и перейти действительно к диалогу. Нужно говорить, нужно общаться. Вот. Иначе достичь каких-то серьезных позитивных результатов в плане сотрудничества, партнерства, достижения экономических совместных результатов будет сделать очень трудно. В том числе этот закон, он рассматривается в Туркменистане как один из таких фундаментальных столпов нынешней и последующей внешней политики вообще в долгосрочной перспективе.